Эфир нашего телеканала продолжит итоги дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Полицейские установили причастных к возникновению лесных пожаров в Якутии. Неосторожное обращение с огнем привело к очагам на 8 тысяч гектаров. В России ежегодно регистрируется более 3 миллионов детских травм. Сотрудники служб Ленска рассказали, какие правила безопасности стоит соблюдать детям, чтобы не попасть в печальную статистику. Энергетики Нерюнгринской ГРЭС провели субботник на берегу водохранилища в Серебряном Бару. Проект «Столетний план развития» стартовал в Якутии. Какие перемены хотят видеть алданцы в нашем регионе? Сегодня хороший повод купить себе пломбир или эскимо. 10 июня отмечается День этого десерта. В честь праздника наша съемочная группа посетила якутскую фабрику мороженого. Работы по тушению лесного пожара близ села Хандыга продолжаются. Огонь сейчас действует чуть более чем на 200 гектарах. С ним борются пожарные и спасатели МЧС, специализированные подразделения лесоохраны и местное население. Сегодня на территорию Тампонского района передислоцирован вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В целом ситуацию удалось стабилизировать. За сутки выполнено 24 сброса и слито 170 тонн воды. Также огнеборцами проведены работы по тушению отдельных очагов и дым-точек у села Мар. Всего в регионе действует 28 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем, почти 16,5 тысяч гектаров. За сутки ликвидировано 6 возгораний. На тушение привлекались более 1100 человек и 150 единиц техники. Полицейские установили причастных к возникновению лесных пожаров в Якутии. В Нюрбинском районе оперативники нашли 5 местных жителей, которые неосторожно обращались с огнем. В результате этого из-за сильного ветра лес горит на 120 гектарах. Предварительный ущерб составил более 1,5 миллиона рублей. В Тампонском районе сотрудники полиции установили местного жителя, который, находясь на сенокосном угодье, произвел пал сухой травы, что привело к возникновению очага на 8 тысяч гектаров. Возбуждены уголовные дела. Исполнение законов рыбопромышленным комплексом Дальнего Востока сегодня обсудила Генпрокуратура России с федеральными ведомствами, правоохранителями, а также бизнесом. В округе ежегодно добывается от 64 до 70% общероссийского объема вылова. Производится более 60% рыбной продукции. При этом надзорные органы выявили за 1,5 года более 4,5 тысяч нарушений. В результате их работы количество исполнительных производств, по которым полностью или частично возмещен ущерб, возросло с 30 до 43%. А сумма фактического взыскания увеличилась почти в 2 раза. В 2020 году прокурором в сфере рыболовства выявлено более 270 нарушений, внесено 170 актов реагирования. Приняты меры к органам контроля. Они в отдельных случаях бездействовали, не привлекали к ответственности нарушителей, не контролировали вопросы искусственного воспроизводства биоресурсов, не остается без внимания деятельность пользователей недр. Прокурорами заявлено взыскание более 12,5 миллионов рублей ущерба водным ресурсам. Ограничен в судебном порядке доступ к 50 интернет-страницам о незаконной реализации редких видов рыб, орудий лова. Прокурор требует возмещения причиненного ущерба по уголовным делам. В частности, по иску прокурора взыскан вред в размере 4,5 миллионов рублей с инспектора по охране территории заповедника. Он осужден к срокам 4 годам за незаконный вылов осетров на особо охраняемой территории. Вопросы охраны водных биологических ресурсов остаются на нашем контроле. Эпидобстановка в Якутии остается сложной. За минувшие сутки заболели ковидом в регионе еще 103 человека, из них 64 в Якутске. По районам 7 случаев в Амгинском, 6 в Мегино-Кангаласском, 5 в Вилюйском, в Ленском, Мирнинском, Аймиконском и Татинском по 4 заражения. Алданском 3, в Нерюнгринском 2. За сутки лаборатории региона провели почти 3,5 тысячи исследований на коронавирус. Оперштаб Якутии напоминает о массовой вакцинации. На сегодня в регион поступило 203 тысячи доз вакцины против ковида. Получили первую прививку 182 тысячи человек, вторую 128,5 тысячи. Использовано почти 89% от общего объема вакцины. Оперативным штабам всех этих районов, в которых выявлены новые случаи, особенно там, где случаи появились впервые, а к таким за длительное время, а к таким улусам относится Татинский улус, дана установка усилить меры, которые направлены на то, чтобы инфекция не получила распространения. Основной задачей оперативных штабов улусов на настоящий момент совместно с главными врачами
районными больницами является задача, направленная на то, чтобы дети, которые приезжают в Улус, и родственники, которые сегодня приезжают на летние праздники, они, соответственно, не создавали возможности для распространения инфекции, в связи с чем мы приглашаем тех, кому приезжают родственники, и приглашаем всех на наши вакцинальные пункты. Страховая компания «Сагаз» выяснила, что в России ежегодно регистрируется более 3 миллионов детских травм. Из-за этого в больнице обращается примерно каждый 8-й ребенок в возрасте до 18 лет. Сотрудники служб Ленска рассказали Ксении Журавлевой, какие правила безопасности стоит соблюдать детям, чтобы не пополнить печальную статистику. Легкой походкой с пакетами наперевес. Эти ребята предпочли проводить каникулы с пользой. Записались в ряды зеленых пионеров. Школьники знают, зачем они это делают. Очень много есть животных, которые вымирают из-за мусора и отходов. Поэтому ее важно защищать, да? Да. Скажи, как может ребенок защитить природу? Убирать мусор, очищать водоемы иногда. Но так отдыхают не все школьники. Какая-то часть подростков бесцельно гуляет на улице. И со свойственным любопытством они поджигают сухую траву, мусор или устраивают пикники. За городом это часто становится причиной лесных пожаров. Дети для начала они разжигают костер и оставляют без присмотра. И на летний период у нас объявлен особый противопожарный режим, тем более на территории республики. И костры разводить запрещено. То есть за детьми сейчас нужно присматривать. Костры не самая большая проблема. Гораздо страшнее, если ребенок заиграется и заблудится в лесу. В этом случае и родителям, и детям надо знать несколько правил. Если произойдет нехороший случай, что ребенок потеряется, то искать с воздуха, с воздушных объектов его намного легче, если он одет в яркую, желтую или красную одежду. Ребенку не надо терять самообладание. Надо, во-первых, в тишине послушать, с какой стороны звуки доходят от автомобильной дороги, или же по реке моторные лодки шумят. Вот это определить надо направление и только туда двигаться. Опыт сотрудников специальных служб показывает, даже взрослые не всегда знают, как вести себя в экстренной ситуации. Стоит ли говорить о подростках, особенно если дело касается купания в водоемах? Такие забавы могут закончиться трагедией. Здесь свои правила безопасности. Первое – это не посещать водоемы без сопровождения взрослых, выбирать для купания только проверенные места, а именно с пологими берегами, без мусора. Мы часто слышим о гибели людей именно на нашем так называемом городском диком пляже. Он имеет неровную структуру под водой, сильное течение, поэтому стоит соблюдать повышенные меры безопасности. Сейчас отследить местонахождение ребенка стало проще. Помогают умные часы с GPS-трекером и тревожной кнопкой. Но даже вооружив детей гаджетами, взрослым надо помнить, правильные привычки воспитываются только личным примером. Ксения Журавлева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». С момента первой операции по трансплантации почки в Якутске прошло ровно 20 лет. С тех пор в нашем регионе зародилась еще одна высокотехнологичная отрасль медицины. По случаю юбилея сегодня в столице состоялся круглый стол о проблемах и перспективах развития направления. В материале Виктории Федоровой. Возможность заменить больной орган, пересаживая части от донора – огромный прорыв в истории развития якутской медицины. Правда, квот на проведение таких операций, выделяемых республике, не так много. Еще один вопрос, который требует решения, по мнению участников круглого стола – это реабилитация пациентов. Есть проблемы с обследованием именно доноров, которые прижизненные доноры были, их обследование. Затем есть проблемы обследования трансплантированных пациентов. Ведь мы понимаем, что трансплантация – это не как бы соринку из глаз убрать. Это все равно нужно наблюдение, постоянное какое-то лечение. Вопрос качественной реабилитации подняли и представители некоммерческой организации «Здоровая печень». Сообщество занимается социальной и юридической помощью для трансплантированных пациентов по печени. На сегодняшний день у нас проблема стоит в том, что у нас нет кабинета,
где могли бы нас вести учет, контроль и реабилитация пациентов, трансплантированных по печени. За 20 лет врачи провели более 150 подобных операций. Более того, наша республика занимает одно из лидирующих мест в России по пересадке почек. В основном у нас многодетные семьи, тесные родственные связи. Когда кто-то заболевает, родственники обязательно желают помочь. И в нашей республике на сегодняшний день проведено 91 пересадка от живых родственных доноров. И, конечно, это не только желание помочь родственников, но и жертва каким-то своим органом ради своего близкого человека. Трансплантация почки и фрагмента печени от живого родственного донора в настоящее время является единственным радикальным методом коррекции заболеваний почек и печени в терминальной стадии. Участники круглого стола пришли к единогласному мнению. В этой отрасли требуется новая динамика, ведь одно только ее наличие говорит об общем уровне медицины в регионе. А о социальном жизненном аспекте и говорить нечего. Тому пример – вчерашние обреченные пациенты, которые после операции начинают жить по-новому. Виктория Федорова, Семен Семенов, Якутск. Сегодня Амгинский район с рабочим визитом посетил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. Он осмотрел Чапчелганский пищекомплекс, а также сельхозпредприятия в селах Абага, Битюнь, Булугур. Далее в селе Анес Тарасенко ознакомился с ходом строительства нового моста через речку Ханкур и строящегося детского сада на 75 мест. На итоговом совещании с работниками и фермерами обсудили вопросы развития растениеводства, животноводства и семеневодства. Выслушав мнения и предложения фермеров, премьер поручил Министерству сельского хозяйства пересмотреть действующие программы и внести соответствующие коррективы. А энергетики Нерюнгринской ГРЭС провели субботник на берегу популярного у жителей района водоема. В рамках федерального благотворительного проекта Русгидро «Оберегай» они навели порядок в поселке Серебряный Бор. За уборкой наблюдала Тамара Игнатьева. Экодесант из 30 работников и практикантов электростанции очистил от мусора участок берега общей площадью 2,5 квадратных километра. За 5 часов работы энергетики вывезли 20 кубометров мусора, собрав кроме этого 150 мешков мелких отходов. Уборка территории водохранилища в летний период для энергетиков стала традицией. Много лет волонтеры убирают за отдыхающими тонны мусора, которые те оставляют после себя. За Нерюнгринской ГРЭС закреплен участок от плотины у нас, да, и консольный водосброс, там эта территория. Это уже является зоной ответственности поселковой администрации. 20 мая мы силами своей энергетики вывезли мусор в объеме 20 кубов. Был сам 20 мая. Сейчас, вот вы видите, да, опять здесь не знаю сколько кубометров мусора. Люди привозят мусор с собой, они же. Я думаю, у них хватает, если хватает сил привезти мусор, я думаю, может и хватит сил мусор увезти. Не надо бросать этого. Помимо уборки мусора на прилегающей территории, энергетики продолжают убираться и на территории Нерюнгринской ГРЭС. Сами сотрудники признаются, что таких масштабных уборок за последние 20 лет у них не было. Представители подразделений уже вторую неделю выходят на чистку и облагораживание территории электростанции. Кустарника, сухостоя мы уже вывезли порядка 23 машин самосвалов и мусора порядка 15 машин. Для нас это уникальная возможность улучшить экологическую ситуацию и обстановку в целом, не только на территории станции, но и за пределами территории, прилегающей территории. Акция «Оберегай» направлена на очистку прилегающих территорий рек и водоемов от бытового мусора, благоустройство пляжей и набережных, в том числе посадку цветов и деревьев при участии корпоративных волонтеров Русгидро, представителей муниципальных образований, СМИ, активистов общественных организаций, воспитанников детских домов, школьников и других. За период проведения акции по стране силами более 46 тысяч участников вывезено более 2000 тонн мусора. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри. Республиканские власти приняли постановление о раздельном сборе мусора в Якутии. К примеру, в Мирном его исполнение началось в этом месяце. В разных частях города установили новые оранжевые баки для сбора пластика, картона и бумаги.
При этом завода по переработке в Мирном нет. Его строительство запланировано только на 2024 год. Идея в том, чтобы до этого времени мирнинцам прививать культуру раздельного сбора отходов. Если население поддержит инициативу, то пластик, картон и бумага перестанут попадать на городскую свалку. До момента строительства завода собранный пластик и картон на отдельной мусоровозной технике транспортируется на производственную базу ОМПЖХ, где при помощи гидравлического пресса он будет формироваться в брикеты для последующей отправки на переработку в ближайшие города. Ближайшие города — это у нас Якутск, Иркутск, Новосибирск, Красноярск. Проект «Столетний план развития» стартовал в Якутии. В разработке столь долгосрочной перспективы акценты и приоритеты расставляют сами жители. Инициативные группы провели встречи-сессии в 9 районах, в том числе сегодня в Алдане. Что представляет из себя мероприятие, узнаем у Татьяны Вахниной. Промышленность и добыча, развитая инфраструктура, открытие социальных объектов, доступное жилье и транспортная развязка – в основу плана на ближайший век, по мнению алданцев, должно лечь множество направлений. Пожелания и предложения жители озвучили в Алданском политехникуме, где состоялась встреча с членами инициативной группы «Столетний план развития Якутии». Беспокоит проблема экологии вообще во всем земном шаре и в том числе в нашем промышленном районе. Да? В Якутии стартовал проект «Столетний план развития». Образование и здравоохранение, здоровая экология и туризм, сохранение культуры и соблюдение интересов коренных малочисленных народов. План получится масштабным и охватит все сферы жизни. Столетний план, почему мы ориентируемся на данный период, у нас уже есть прецедент. Да? То есть в 1927 году Платон Алексеевич Аюнский написал произведение «Великий столетний план» и заглянул в 2027 год. И мы считаем, что эту традицию необходимо продолжить. На начальном этапе создания плана члены инициативной группы, а их более 70 человек, совместно с жителями районов определят ближайшие и долгосрочные перспективы. Мы должны услышать и понять друг друга, подчеркнули активисты проекта. Роль в перспективном плане, она полностью зависит от жителей. И это их задача его сформулировать и положить. А мы здесь, как инициативная группа, занимаемся сбором пожеланий, наказов, каких-то направлений перспективы, которые потом и лягут в основу этого плана. На встрече присутствовали представители разных отраслей. Масштабную цель алданцы видят в том, чтобы сделать южно-якутский уголок привлекательным для проживания. Работа по сбору и анализу предложений продлится до конца года. Диалог с жителями всей республики будет осуществляться постоянно. Сейчас, насколько я знаю, ведется финальный этап разработки сайта для продолжения данного мероприятия уже в формате онлайн. Работа инициативной группы в Алданском районе рассчитана на 2 дня. В ходе бесед и обсуждений будут оценены имеющиеся инструменты для воплощения идей в жизнь. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Жители Татарстана получили доступ к оцифрованному фонду Национальной библиотеки Якутии. Торжественный запуск этой опции состоялся в рамках Дней нашего региона. Теперь пользователи Национальной библиотеки Татарстана смогут воспользоваться целой информационной системой, представляющей доступ к более чем 50 тысячам документов. По тематическим и отраслевым подборкам читатели смогут найти научную литературу, художественную прозу, справочные и учебные материалы. Уникальность точки доступа в Татарстане – это цифровая кооперация 2 библиотечных систем национальных республик России и особое внимание к контенту. Он связан с родным языком и национальной культурой. Это позволит эффективнее перенимать лучшие практики друг у друга, усиливая экономическое, образовательное, культурное и межнациональное сотрудничество. Также в рамках Дней Якутии подписано соглашение о сотрудничестве между нашим Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи и Центром молодежных, инновационных и профилактических программ Татарстана. Документ подразумевает обмен опытом 2 регионов в области социальной психологии, адаптацию и масштабирования наиболее эффективных подходов работы с населением. К ней относятся и первичная профреабилитация семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и проведение мероприятий по защите прав несовершеннолетних. Соглашение повысит качество, своевременность и разнообразие предоставляемых психологических услуг, уверены участники практикума.
Подписание такого соглашения, оно, безусловно, и межрегиональный характер имеет, в том числе и по повышению компетенций наших работающих в психологических службах, и даст нам возможность по-иному, в общем-то, часть вопросов просмотреть. А еще на мероприятии НВК «Саха» заключила соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с акционерным обществом «Татарстан. Новый век». Оно определяет коллаборацию в различных областях ТВ, радио и в целом творческой деятельности компаний. Компании многое объединяют: вещание на национальном языке, трансляции по своим республикам и производство крупных проектов. У нас общие проблемы. Это, конечно, безусловно, и кадры, это, безусловно, и среда вещания, это и присутствие на цифровом мультиплексе, это и дальнейшее развитие всех платформ вещательных, которые у нас сегодня только есть. Это одна из тем, которые мы обсуждали. Второе, это, безусловно, это подготовка кадров для будущего. Это, соответственно, и взаимное сотрудничество, и взаимные, я подчеркну, отстаивание интересов на всех уровнях, и федеральных уровнях власти, и региональных, чтобы развивать наши телеканалы, делать их еще более привлекательными для наших телезрителей. Кольцеобразное солнечное затмение можно увидеть в Якутии сегодня, 10 июня. По информации специалистов, она произойдет с минуты на минуту. Время спрогнозировали с 20:22 до 20:29 по Якутску. Последний раз это астрономическое явление наблюдали в России 50 лет назад. Его можно наблюдать на северном полюсе Земли. После полоса кольцеобразной фазы пройдет по Восточно-Сибирскому морю, включая Новосибирские острова, и вступит на материковую территорию России на северо-востоке Якутии. Специалисты посоветовали беречь глаза и не смотреть на солнце без специальной защиты. Также сегодня хороший повод, чтобы купить себе пломбир или эскимо, ведь 10 июня отмечается день этого десерта. В честь этого наш коллега Александр Хавренко узнал, в каких количествах одна только якутская фабрика мороженого может обеспечить город холодным лакомством. Эскимо, пломбир, шоколадное, ванильное, с крошкой, с джемом, с орехами. Все это, конечно же, мороженое, слово, от которого даже в самый жаркий летний день становится немножечко прохладно и сладко. Как рождается мороженое, из чего оно получается и как долго длится этот процесс, мы с вами прямо сейчас и узнаем. Приготовление мороженого делится на 3 основных этапа. Варка, когда все ингредиенты засыпаются в огромную емкость и готовится основа для мороженого. Хранение, когда готовая смесь поступает в котлы, где постоянно перемешивается и в течение суток охлаждается. И, наконец, фасовка готовой смеси. Стаканчики или в тару на развес. При полной загрузке 4 тонны 800 килограмм мороженого. 600 килограмм где-то в час у нас. Если в стаканчик, это, по-моему, около 27 тысяч стаканов в день. Большинство процессов на фабрике мороженого автоматизированы, но без участия человека все равно не обходится. Идет, наполняется мороженое. Мороженое у нас по 70 грамм в стаканчике. То есть, как бы по стандарту. Вот. Стаканы заходят в закалочную камеру. В течение 40 минут, то есть по круговому движению они проходят и через 40 минут уже выходят замороженными. При температуре, где-то около 30 градусов. Кроме мороженого в стаканчиках, на фабрике выпускают и развесное. В каждой коробочке должно быть одинаковое количество продукции. Работницы, которые стоят на этой позиции, уже научились практически на глаз отмерять его нужное количество. Это называется затаривание контейнеров мороженым, смесью. Потом оно идет на весы, завешивается. Должно быть ровно 480 грамм. И потом уходит в холодильник, замораживается. Вот и весь процесс. И вот мороженое выходит, так сказать, на финишную прямую. И уже готовый стаканчик отправляется в коробку, чтобы завтра приехать в магазины и попасть к вам на стол. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. На этом программа подошла к концу. Не забывайте носить маски в общественных местах, регулярно мойте руки и держите социальную дистанцию. Немаловажную роль играет вакцинация. Сотрудники нашей редакции уже получили прививки. Не оставайтесь и вы в стороне. Спасибо за внимание и до свидания.